За 19 прошедших дней Рамадана на ифтаре у Тешима уже побывало 1600 человек. Это мастера и ремесленники республики, представители конных клубов, блогеры, волонтеры, женщины-активистки, преподаватели, IT-специалисты, деятели туризма, сотрудники «Газпрома» и сферы ЖКХ. В этот вечер приглашены представители СМИ. Собираются порой на этих ифтарах люди, которые занимаются одной деятельностью, но друг друга не знают. Вот, можно так сказать, благотворительный фонд Тешим объединяет, ифтары объединяет. Средства, которые уходят на вот эти ифтары, у нас есть хороший меценат, который взял на себя все расходы. И весь месяц мы будем приглашать на ифтары разные сообщества из разных организаций, живущих в нашей республике, и творящие добро, и помогающие в разных своей сфере людям. В программе встречи, которая рассчитана на 3 часа, знакомство, презентация фонда Тешим, командные игры, направленные на сплочение коллектива, а также викторины по ингушскому языку и на знание религии. Интересный вопрос. Как будет на ингушском языке слово «доярка»? Благотворители вершат добро каждый день, но в месяц Рамадан им захотелось придумать что-то новое и интересное. Ифтары фонд проводил и раньше, но в таких масштабах впервые. Я в первую очередь хотел бы поблагодарить всех тех людей, которые отозвались на наше приглашение и пришли, несмотря на свою занятость, потому что в последний, особенно в месяц Рамадан, у всех много дел бывает, но все равно это уже 19-я встреча, и практически всегда были полные залы. И эта акция нашла такой отклик у людей. Также я хотел поблагодарить предпринимателя, который профинансировал все это мероприятие, и Дом торжеств Алатау, который на протяжении всего этого месяца нам помогает, делает плов, ухаживает за нами. Программа расписана на месяц. Каждый вечер планируется собрание различных сообществ для коллективного разговения. Организаторы делятся, что этой акцией они стремятся консолидировать общество. Ведь зачастую представители одной сферы деятельности недобросовестно конкурируют или конфликтуют. А для созидания уммы необходима дружба и братское взаимоуважение. Гости вечера приятно провели время и поближе познакомились с деятельностью фонда. Всегда приятно с коллегами провести время, тем более в неформальное, тем более в таком именно ключе, в ключе разговения, в ключе интеллектуальных игр, которые организует непосредственно фонд Тешим. Тем более, когда самому фонду в это время идет день рождения, ему 10 лет. Я хочу, во-первых, поздравить всех работников этого фонда, пожелать им успехов, дальнейшего развития. Вы делаете очень правильное, очень нужное дело. Сегодняшнее мероприятие натолкнуло меня на следующую мысль. Я всегда считала, что сплоченность начинается с семьи. И вот сегодняшняя сплоченность, объединение нашей маленькой семьи, коллектива, это очень радует. Это такое мероприятие, которое веет доброй, теплой атмосферой. Ингушские женщины, они всегда суетятся на кухне, практически весь этот месяц они никуда не выходят. И вот это сегодня для нас большой праздник. Весь месяц в организации ифтаров помогают эти ребята. Братья Костоевы, несмотря на свой юный возраст, добровольно держат пост, совершают таравих намаз и помогают ухаживать за многочисленными гостями. Два часа бесед, наставлений, игр и викторин пролетели незаметно и в приятной дружеской обстановке. Солнце зашло, а значит, время азана. Ну а дальше коллективная молитва, вкусный ужин и общее фото на память. Зарема Ивлоева, Джамалил Султыгов, Новости 24.